Впервые власть России над народами Кавказа была установлена после присоединения к России Картло-Кахетинского царства в восточной части Грузии в 1801 году. Генерал Карл Кнорринг был первым человеком, которому было поручено управлять территорией Кавказа. Официально он именовался главнокомандующим в Грузии и генерал-губернатором Тифлиса, современного Тбилиси. Кавказ во все времена являлся для окружающего мира загадочной страной, своеобразным хранилищем ярких сюжетов, характеров и образов. Таковым он предстал и Золотому веку русской литературы. Грибоедов, Пушкин, Лермонтов и впоследствии Толстой. Очарованные Кавказом, они создали бессмертные творения, ставшие достоянием мировой культуры. Кавказская тема звучала в Золотом веке русской литературы как тема свободы. И не мудрено, ведь крепостная Россия, ее передовые умы воочию видели Кавказ свободным. Лермонтов целиком был поглощен Кавказом. Образ за образом он создал целую галерею образов, для которых неволя была бы хуже смерти. С другой стороны, совершенно в иной ипостаси выступали наместники, которые на штыках принесли якобы дикому Кавказу цивилизацию. Особливо в этом плане отличился небезызвестный садист Ермолов. В 1819 году он приезжает в Чечню, чтобы подготовить большую экспедицию против борющихся за свою свободу чеченцев. В том же году царскими войсками были уничтожены безвинные чеченские аулы. Среди них 15 сентября 1819 году на рассвете был сожжен дотла аул Дади-Юрт. В этот страшный день среди пылающего аула был найден возле умирающей матери ребенок. Его спас и принес с собою простой русский солдат Захар. После этого, через несколько лет, генерал Ермолов отдал этого мальчика на воспитание своему двоюродному брату, генералу Петру Николаевичу Ермолову. В его семье, как его сын, вырос Петр Захарович Захаров, позднее ставший известным русским живописцем. Так вот, этот самый Петр Захаров, чеченец из Дади-Юрта, возможно, является прообразом лермонтовского Цири. В 1801 году Грузия, обескровленная многовековой борьбой со своими южными соседями, Ираном и Турцией, вошла в состав Российской империи. В Грузии появились русские войска и русская администрация. Но от России Грузию отделяли Кавказские горы и предгорья Северного Кавказа, где жили народы, неподвластные российской короне. И началась долголетняя борьба. Горцы упорно отстаивали свою независимость, и передвижение было связано с большими трудностями. Как рассказывали потом родственники Лермонтова,
Он встретил тут старого монаха, и тот рассказал ему про свою судьбу, что он родом чеченец, попал в плен, и вот его привезли сюда и отдали его монахам. А сколько их было, этих мцир, сколько было исковерканных и сломанных судеб из чеченской среды. В нашем старом, дряхлом мире какие только злодеяния не совершались под прикрытием вседозволенности и бесчеловечности. Кто не с нами, тот против нас. Вот лозунг двуногого хищника. В чем провинился Мцири, которого лишили всего, кроме жизни? Примеры неизменно показывают, что колониальные мотивы являются доминирующими темами того времени, что колониальные захваты сопровождались бурным интересом к захваченным колониям и их обитателям, и что содержанием такого процесса являлось формирование знания о колониальных народах, которое служило власти и определяло власть. Если же говорить только о Лермонтове, что мы и делаем, то в его произведениях мы не найдем ни малейшего намека на колонизаторскую роль России или на высокомерное отношение к народам, населяющим Кавказ. Наоборот, весь цикл кавказских произведений Лермонтова проникнут дружелюбием, переходящим в восторг, а где-то и любовь к Кавказу. Лермонтов был первым, кто в поэтической форме без всяких оговорок признался в любви к Кавказу. Как сладкую песню отчизны моей люблю я Кавказ. В своей занимательной статье «Стихотворение Лермонтова» Белинский пишет, что за огненная душа, что за могучий дух, что за исполинская натура у этого Мцири. Можно сказать без преувеличения, что поэт брал цвета у радуги, лучи у солнца, блеск у молнии, грохот у громов, гул у ветров. Белинский пишет по поводу этой поэмы. Этот четырехстопный ямб с одними мужскими окончаниями звучит и отрывисто падает, как удар меча, поражающего свою жертву. Упругость, энергия и звучное однообразное падение его удивительно гармонирует с сосредоточенным чувством, несокрушимой силой могучей натуры и трагическим положением героя поэмы. А между тем, какое разнообразие картин, образов, чувств. В другой статье, описанной уже после смерти Лермонтова, Белинский отметил, что пафос поэзии Лермонтова заключается в нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности. В поэме «Мцири» эти вопросы поставлены с поразительной смелостью и силой и воплощены в совершенную художественную форму. Кавказская тема становится традиционным для русской литературы уже в первой четверти XIX века, и довольно обширный круг произведений содержит в себе различные виды восточных лексических элементов. Реальность исторических событий, происходивших в то время в России, требовала решения важнейших вопросов, среди которых к одним из важнейших можно отнести долголетнюю Кавказскую войну. В этой связи любопытно размышление, принадлежавшее декабристу
Завалишину. Уже после событий 1825 года он писал: «Развитие ни одного государства не обходилось без соединения разных народностей, но никогда почти это соединение не разрешалось правильно». Лермонтов работал над своей поэмой в то время, когда на Кавказе решался двуединый русско-чеченский вопрос. С остальными народами все уже было решено, то есть присоединение Чечни к России было исторически необходимо, хотя колониальные методы этого присоединения вызывали ужас. Результатом такого единения и стал Мцыри, которого полуживого оторвали от всего самого дорогого, родного и близкого. Бесспорно, Мцыри – прекрасная поэма, великолепный образ, легко читается. Изумительные обороты речи, сочные рифмы, уникальная ритмика. Самое дорогое и сокровенное в этом образе то, как автор проникся трагическому положению героя поэмы. По словам Белинского, тут и буря духа, и умиление сердца, и вопли отчаяния, и тихие жалобы, и гордое ожесточение, и кроткая грусть, и мраки ночи, и торжественное величие утра, и блеск полудня, и таинственное обаяние вечера. Дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзия ее сынов вдохновили его. Здесь, на Кавказе, где умели сражаться за родину и свободу, и знали трудную цену подвигу, и презирали измену. Это поэма о современной действительности, о Кавказской войне, о горце-мусульманине, которого окрестили и держат в неволе, в плену в христианском монастыре. Это исповедь юноши лермонтовского поколения, пленника российского императора. Читая его монолог, мы знаем, что это заветные мысли и чувства самого Лермонтова. Как и Мцыри, Лермонтов рвался домой, на родину, как и Мцыри мечтал о свободе. Мцыри бежал из монастыря, чтобы узнать, для воли или тюрьмы на этот свет родимся мы. И тюрьма, по мысли Лермонтова, это не только тот монастырь, в котором томится Мцыри. Тюрьма олицетворяет собой весь окружавший Лермонтова общественный порядок. Жизнь в империи Николая I. Я мало жил и жил в плену. Таких две жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если б мог. Я знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть. Она, как червь, во мне жила, и сгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала от келий душных и молитв в тот чудный мир тревог и битв, где в тучах прячутся скалы, где люди вольны, как орлы. Вот эта пламенная страсть, это страстное желание воли, свободы, действия, битв, это стремление в этот мир тревог и битв, эта мечта осуществилась в жизни Мцыри только однажды, когда во время грозы он убежал из монастыря и скитался в дремучих лесах, покрывавших окрестные горы, когда он 3 дня жил на свободе. Непокорное стремление к свободе сливается у Мцыри с любовью к родине. Они неразлучны в его сознании. Родина и свобода. 2 высших чувства, которые переполняют душу этого гордого юноши. Он верит, что мог бы быть в краю отцов, не из последних удальцов, и мы верим ему. Мы верим его слову, его поступкам. Он подтверждает, что под одеждой монаха у него бьется сердце богатыря, который не отступит ни перед какой опасностью. В поэме Мцыри
Лермонтов коснулся темы Родины, темы предков. Вот почему стремится Мцырий к своим корням. Стремится настолько, что совершает отчаянный поступок – бегство из монастыря. Он мечтает иметь судьбу своих предков. Мцырий, можно сказать, прототип каждого нахчи.